Всем привет! Сегодня сделаем небольшой обзор мотособаки Vaxus 650 Grand Avant. Данной собакой владею 5 лет. Кто будет покупать, покупайте обязательно с отбойником. Очень нужная штука, не пожалеете. Мы брали вес, пришлось делать самим. Усиливали еще таким уголком. Была проблема у нас с гусянкой. Собака длинная, гусянка длинная. И особенно когда в глубоком снегу поворачиваете собаку за рога, у нас гусянка все время наезжала на звезды. Звезды пытались вылезти. И когда по косогору едете, поднимаетесь, также рогами выруливаете, тянете. И сюда гусянка стоит на месте. И звезды все время наезжали. Ушли проблемы вот такой вот. Покупали скобки Икар и сами через одну устанавливали. Это новая гусянка. Старая у нас все-таки порвалась вот в этих местах с обоих сторон. Вот старая гусянка. Хватило нам ее года на 3, наверное. Звезда потихоньку наезжала. И вот в этом месте ее порвало. Вот. Мы ее ремонтировали. Вот так вот транспортерной лентой. Вторую половину также порвало. Также отремонтировали. Ездили какое-то время, пока нам не привезли новую сделали, поставили. Снимали эти скобки через одну и ставили икаровские. Хотя гусянку мы натягивали так, что собаку даже было самим не толкнуть. До такой силы. Все равно это никак не спасало. И в итоге ее порвало. Но данные скобки мне подходят так, как у меня подвеска склизовая. А как она будет с катковой или с пневмоколесами, тут вопрос другой. Но на пневмоколесах, мне кажется, лучше брать короткую и широкую. Очень удобно сделана натяжка цепи, никаких проблем. На некоторых собаках она отсутствует. Толкач самодельный, делали сами. Восходовская вилка. Подогрев ручек, глушилка, выключатель, включатель света. Это все с Китая, с Алиэкспресса выписано. У нас тепло бурановская. Для тех, кто будет сам делать толкач, небольшой совет. Вот эти вот места усиливайте косынками. У нас даже вот здесь усилено уголком, потому что у нас поломало здесь при ударах об деревья, и нагрузка здесь на излом идет. И вот здесь вот тоже такой отбойничек сделали, чтобы при ударах не гнуло об деревья болт вот этот. Ну а это взято с наконечника нивовских тяг. Мне очень понравилось толкачом. Рога мы уже больше не цепляем. С толкачом проходимость хорошая. По елочкам, по кустикам едет отлично. С лыжным модулем не знаю, как будет. Потому что у нас лес такой вот. Кусты заросшие. И возможно будет путаться. Толкача за глаза, как говорится. С установкой толкача уходит проблема отбойника, удара деревьев в звездочку. Еще раньше была проблема, когда с рогами, это
по зимнику едете, когда заросшему, попадают ветки, елочки, и у нас слетала цепочка. Не часто, но слетала. Один раз даже порвалась на 3 куска цепочка. Что было? Косяк. Заводских волокушек, цепках. Вот так вот. Вот это была заводская вот такая. И когда в ямах, в канавах собака идет уже наверх, а корыто вниз. И у нас все время вот здесь закусывало. Вот так вот. Здесь я уже стачивал болгаркой. Вот здесь стачивал болгаркой. Что думал, соскальзывало. Но все равно за одну поездку у меня сломались 2 волокусок. Но потом сделали сами вот такие. Что проблем не было никаких. Это вот еще был такой косячок у нас. Но так в целом нормально. Движок 15 лошадок. Хватает. Чехол. Это новый, старый порвался. Сделал вот так вот, чтобы не завихряло туда снег дополнительной крышечкой. Сделал вот такой вот капот. Тут внутри 2 канистры 50-литровых. Раньше без крышки были. Сейчас с крышкой удобно. Крышка обита губкой. Очень удобная вещь. И как стол. Можно тут накрыть поляну. Ну, в принципе, все. Сказать, добавить больше нечего. Всем пока.